Сам блок будет находиться прямо вот здесь вот. Сейчас Заинск живет в ожидании большой стройки. На местный ГРЭС должен появиться новый энергоблок мощностью 850 мегаватт. Его строительство стало возможно благодаря федеральной программе по модернизации энергомощностей. На это выделено 37 миллиардов рублей. Один энергоблок будет выдавать 850 мегаватт, что больше 4 работающих сегодня энергоблоков. Новый энергоблок планируют построить к концу 2023 года. Реализация этого проекта позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей. Для города это, безусловно, стабильность на долгие годы. Станция будет продолжать работать, будет эффективно работать. И поэтому это и рабочие места, и налоговые поступления, и дальнейшее развитие района. Заинск в полной мере оправдывает звание энергетической столицы республики. Здесь также работает школа электромонтеров. В городе открылась новая производственная база электросетей. Приборы учета все приняты у нас по юрлицам. Приехавшая на районную сессию делегация также посетила вторую Заинскую школу. И здесь в это время шел обед. Сейчас школьное питание в республике находится на особом контроле. Попробовав блюдо, гости отметили, в этой школе все на должном уровне. Молодцы. Я считаю, что дети тут съедают все. Ну, похоже, они все вот с большим аппетитом кушают. Это очень важно. Все очень вкусно. Мне больше всего нравится пюре и котлета. Как доложили уже на сессии, в 2020 году в сфере продовольствия заинцы добились нескольких рекордов. По возделыванию зерновых культур район занял первое место в республике. Также сахарный завод переработал более 1 миллиона тонн сырья и выпустил около 200 тысяч тонн сахара. Это рекорд. В целом в республиканском рейтинге социально-экономического развития район уверенно занимает 7-ю позицию. На самом деле 2020 год мы прошли с минимальными потерями, и я думаю, система здравоохранения и в целом вся система, которая функционирует у нас в муниципалитете, она справилась. То, что мы сегодня видим в Заинском районе, и в плане экономики, и в плане образования, и в плане медицины, это как раз показатель того, как руководство, люди находят решения в самых сложных ситуациях и находят правильное решение, оптимальное, и растут. При этом район теряет поголовье крупного рогатого скота. Это, говорят, связано с планами развития бизнеса местного инвестора. Поголовье крупного рогатого скота и коров в том числе надо сохранить. Это предмет нашей работы, нашей сельской жизни. Мы предлагаем реанимировать хозяйство. Я предлагаю пересмотреть бизнес-планы, сохранить производство. Примеров этому очень много даже у наших соседей. В последние годы в Заинске растет и число жалоб от населения на бездомных собак. Их ловят и, чипировав, отпускают. Таково требование закона. Но, как отметил глава района, это может обернуться большой проблемой через несколько лет. Депутаты Госдумы Олега Морозова попросили поднять этот вопрос на федеральном уровне. Дмитрий Оригинович Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Заинск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.